Мы очень рады вновь побывать в Неучиме, на родине композитора Прометея Ивановича Чисталева. И в этот раз вот наша небольшая группа вся представлена здесь, на сцене. И в первую очередь я хочу назвать имя Прасковьи Ивановны Чисталевой. Прасковья Ивановна Чисталева – первая жена Прометея Ивановича Чисталева, которая прожила вместе с ним в течение 25 лет и впоследствии продолжала поддерживать хорошие с ним отношения. Справа от меня Майя Васильевна. Справа от меня Майя Васильевна Быстрова, заслуженная артистка России, ведущая солистка театра оперы и балета Республики Коми. Я Бурлыкина Майя Ивановна, директор Музея истории и просвещения Коми-края и председатель Шаляпинского общества. Мне еще будет предоставлено слово. Почетный академик Санкт-Петербургской академии наук и лауреат премии Международного музыкального общества. И первое слово предоставляется Прасковье Ивановне. Первые ряды уже поняли, как я трудно встаю и сажусь. Мне 90 лет, товарищи дорогие. Я приехала проститься с Неучимом. Чувствую, что силы оставляют меня. А Неучим для меня остался очень близким местом. Это мой второй дом, хотя я там жила всего 1 год. Мы потом уехали в город, и приезжала каждое лето сюда. Мой сыночек все время здесь рос, он предпочитал. Я из Самары, с Волги, и ездила туда, скучала по родине. Когда я сюда отправлялась, то я уже начала речь, да? Да. Я боюсь, если, Майя Ивановна, я заговорюсь, вот так стучите немножко. А сколько минут вам нужно, Прасковья Ивановна? Я не знаю, сколько мне нужно. Мне хочется поговорить с народом. Мне хочется облегчить душу. И когда я уеду в Сыктывкар сейчас, после последнего визита мне очень, чтобы я не сказала, ах, какого важного я не сказала, вот этого я не сказала. Мне хочется, но, к сожалению, голова тоже работает неполноценно. Когда-то я и лектором была, и здесь преподавала 1 год в школе. У меня здесь ученики остались. Нина Чудоромцева, знаменитая, которая вошла в книгу «Лучшие люди России». И Ленечка, мой сын, в Москве через интернет сумел эту книжку достать. Это 2 толстенных тома. Игорь Бобраков, сын моей, и Петровны Бобраковой знаменитой, принес мне это тяжеленное, и я Нине подарила. Мы с Ниной дружим всю жизнь. Она мне приносит последние грузди. Она знает, что я люблю грузди. Но Нина, оказывается, здесь в Доме культуры уже выступала. Я хотела сказать, вы организуете встречу с ней. Оказывается, это уже было. И она снимала здешних деятелей, тех, кто был, я не знаю, кого именно, но из разговора моего с директором Дома культуры я об этом узнала. Я рада, что Нину Чудоромцеву здесь, конечно, знают, хотя она живет в Слободе. Вот здесь как-то и для меня Угор – это центр, а Слобода где-то вроде как Эжев в Сыктывкаре, в стороне. Но там жила Юлия, я не знаю, как зовут. Юлия Александровна. Как ее звали? Селина. Юлия Александровна. Силина Александровна. Юлия Александровна Силина, с которой мы работали вместе, я ее очень любила. Я у нее гостила, она меня приглашала, и потом она в городе ко мне приходила, когда жила уже в городе с сыном. И Маракулины, Арест и Ираида Павловна. Ираида Павловна совершенно очаровательная женщина. Она ко мне тоже все время приходила, когда приезжала, и у нее там, и я у ее родителей бывала. А Арест был одним из ближайших друзей Прометея всю жизнь, с детства. Ну, я не знаю, с какого детства, когда там Арест, это я не знаю. Но он говорит, мы всю жизнь всегда с Арестом.
И Веня Семечков, конечно, и Лиля, которая жена его. Все это люди мне близкие. Я, когда первый раз приехала сюда на кладбище, к Елизавете Александровне, и Виме Александровне, и бабушке Анне Михайловне Мичанна, то я зашла на могилу к Семечковым, и к Вене уже не было, и Лили не было, я была и у них на могиле. Вот такие вот чувства у меня к Нювчему и к нювчинцам. У меня близко рядом с нами жила директор, по-моему, она Дома культуры была, Фаина Николаевна. Да, Я и фамилию соседка. знала, только сейчас вылетела из головы, не помню. Это Фаина Николаевна, сейчас такую деталь. Когда я приехала и осваивалась жить, то там доски, знаете, от калитки к крыльцу. Я их мыла и косырем скоблила. Она говорит, ты хоть улицу-то не скобли. Придет и говорит, этой бабушке, а бабушка очень любила меня, называла меня Паинька. Никогда в жизни никто больше так не называл, только она одна. А Фаина Николаевна придет и говорит, ваша Паинька уже даже улицу-то скоблит. И говорит, ну надо же, такая ловкенькая, как гармошка. Это вот мне высочайший комплимент в жизни слышала от Фаины Николаевны. Никто так меня высоко не оценил, как женщину, как хозяйку, которая любит чистоту. И все сейчас, что вспомнится, вот это Нювчин. Это моя жизнь, связанная с Нювчиным. А я так мало здесь жила, но всех хорошо помню. И меня вызывает чувство какого-то трогательного трепета. И вот слезы на глазах, и дрожание в голосе, в горле. От того, что как будто это мои родственники, это мне очень близкие люди. И я с ними лично общалась, очень много, и в городе потом. Вот я об этом хотела сказать. Не набросала на бумажку, у меня зрение очень плохое. И думаю, да ну что скажу, то и скажу. Ладно, народ поймет меня. А что-то хотела важное сказать, вот уеду и скажу, ах, забыла. Прасковья Ивановна, вы можете выступать несколько раз. Да, давайте сейчас Хорошо, я тогда и сяду. Да. Ну, Потом вспомните. правильно, правильно. Вот Майя Ивановна самых высочайших званий человек и доктор наук по музеям, по культурологии. Она у нас шеф Нювчинского музея. Она проводила здесь такие фестивали, организовала, что из Москвы, из Ленинграда к нам приезжали певцы, и кто-то из вас, может быть, был тогда. И она написала книгу о Прометее, поэтому слово представляется ей. Да, спасибо, Прасковья Ивановна. Прасковья Ивановна, конечно, всегда преувеличивает мои заслуги, но приятно. Факты, я все факты называю, что есть. Я с Прасковьей Ивановной уже очень давно дружу. С 95-го года мы с ней практически не расстаемся. Скоро будет 20 лет. Это почти ежедневные разговоры по телефону, частые встречи. И я бываю в гостях у Прасковьи Ивановны, и Прасковья Ивановна у меня бывает в гостях. И Нювчим для нас, конечно, чем-то тоже является каким-то знаковым местом. И вот в этом замечательном доме, где родился Прометей Иванович Чисталев, и совершенно вот уникально, ведь он же жил в городе и умер, здесь прошли последние мгновения его жизни, это просто удивительно. И вот для Нювчинского музея является талисманом черемуха. И вот здесь, в этой книге, я 2 экземпляра всего лишь взяла, и хочу торжественно вручить, во-первых, Майе Васильевне Быстровой, оказывается, у нее до сих пор этой книги нет, как ни странно. А 2-й экземпляр вот кому-нибудь еще могу вручить. Сами определитесь, пока сюда 2-й, чтобы не болтался вот здесь. Я предлагаю книгу вручить Любовь Андреевне Лапшиной. Она ведет музыку в школе, и всегда у нее проходят уроки Прометея Ивановича очень много. Здесь и в Шошкинской школе. А есть у нее книга «Любовь»? Нет. Нет, вот Чисталевых разных поколений. И посмотрите, во-первых, какое это эпистолярное наследие, это раз. Во-вторых, какой пушкинский язык вот этих писем. Мне как автору не удалось, наверное, воспользоваться опытом
Пушкина, и, может быть, мой язык более уступает, но тем не менее, я хочу сказать, что эту книгу стоит по-любому прочитать внимательно, с первой страницы до последней страницы, потому что там любовь друг к другу, очень высокие чувства, очень глубокие уважения друг к другу. И вот эти взаимоотношения в семье между родными, они очень-очень важны и очень показательны. И, наверное, вот сегодня каждый из вас, кто знаком с этой книгой или будет знакомиться с этой книгой, наверняка со мной согласится. Так вот, в каждом письме, когда уже Прометей был взрослым человеком, когда он уже жил в Сыктывкаре или когда он уезжал, например, в Москву или еще в какие-то другие города, мама ему в конвертик, ну, конечно, это было весной, всегда вкладывала вот этот засохший цветочек черемухи. Это наш дом, это тебе, чтобы ты не забывал. Ну, конечно, он никогда не забывал. И вот эти письма мамы к сыну, взрослому уже, заслуженному человеку, ведь Прометей Ионыч имел вот такие солидные звания. Он был заслуженным деятелем культуры России, он был первым председателем Союза композиторов, он был кандидатом искусствоведения, ученым, он был собирателем. Ведь именно ему удалось собрать музыкальные инструменты, которые в годы советской власти были утрачены. И удивительно, что его дедушка, когда-то он помнил вот это с детства, его дедушка, здесь живший в Мюхчеме, Александр Васильевич, играл на сигутке. Потом этот сигудок из дома куда-то исчез, но у Прометея Ионыча в памяти этот сигудок сохранился. И он не только стал искать этот подобный инструмент, который был в его доме, но и нашел множество других. Вот только что, а где вот этот мужчина, который с нами на улице разговаривал? Он пошел к себе домой. К себе домой, а сказал, что придет сюда. А он был здесь. Он сказал, например, что Прометей Ионыч, когда он был мальчишкой, с ним вместе ходил и на рыбалку, и делал вот эти инструменты. Это же дорогого стоит. И если он об этом будет рассказывать, показывать ребятишкам, как это все выглядит и как это доступно каждому изготовить. На самом деле, ведь до революции каждый ребенок мог себе изготовить этот сигудок и сыграть на нем, пускай простую, но очень красивую какую-нибудь коми-мелодию. И вот я хочу еще вот что сказать. А нет у Альберта Егоровича сестры тоже здесь? Есть. Где вы? Она Так вот, Альберт Егорович и Прометей Ионыч как-то оказались на концерте в деревне. И тут объявляют их песню и называют народной. И говорит, Прометей Ионыч, это мне рассказывал сам Альберт Егорович, Прометей Ионыч говорит, встрепенулся, ну, хотел сказать, вот мы тут авторы. А Альберт Егорович ему говорит, подожди, ведь это самая большая честь, что нашу песню считают народной. И вот эти песни сегодня, я думаю, что мы услышим. Спасибо вам. прошу продолжение, потому что Да. тут я вспомнила, что я, во-первых, хотела сказать, что мы встретились с Прометеем в армии во время войны, во время окончания войны уже, в январе 45-го года. Он был лейтенант по званию, замполит командира батальонного обслуживания в 30-м ШАРП. ШАРП – это штурмовой авиационный рижский полк. Такое громкое, грозное слово штурмовой. А под Ригой, потому что оттуда летали бомбить Берлин. И вот я попала, Прометей там замполит, а я попала как радистка, чтобы лететь на самолете и бомбить Берлин. Вот в какой ситуации мы с ним встретились. Но меня, как всегда, везде выбрали комсоргом управления полка, всего полка. Это комсомольцев много было. Я комсоргом была. И ходила к нему на политзанятия. Всех комсоргов он собирал. И, как он сказал, влюбился в политическую грамотность. Он восхитился, какая я политически грамотная. Я всю жизнь потом смеялась над этим, что
мужчина может влюбиться в политическую грамотность. Но дело в том, что он нашел много такого, чего ему хотелось в друге жизни увидеть. И прозвучало слово «идеал», в которое он говорит, я до сих пор не верил, что это можно было только мечтать, а встретить невозможно. Если бы лет 30 назад я бы ни за что этого не сказала. Вы знаете, вот когда уже жизнь кончается, то понятие скромности приобретает другой оттенок. Ну, думаю, что хорошего, что никто об этом не узнает. Пусть хоть кто-то. Я сначала показала Майе Ивановне, это было давненько уже, эту открытку, где он написал об этом. А потом теперь написано стихотворение «Итоги», в котором есть строчка. «И было слово «идеал». Жених сказал, муж написал. Он написал это 9 лет спустя после совместной жизни. Зачем я это сказала, наверное, все-таки зря. Но это он стал женихом моим тогда, когда он встретил. Конечно, там девушка немножко было. Но когда я ему сказала, к сожалению, у меня другой идеал. Я любила брюнетов, боевых таких, а Прометей скромный очень, он очень скромный, и блондин, и даже с претензией на лысину. У меня кавалеры были более такие яркие, такие броские, смелые, отчаянные. И говорю, так что вы такой, как я, найдете. У меня все подруги такие, ничего не особенного, такие, все мы сейчас такие. Найдете, вы не расстраивайтесь. А писать вам можно? Ну, писать, конечно, можно, пока я замуж не выйду. А замуж я не выйду, пока не закончу институт. Я ни за кого не пойду. Женихов был потом еще, я всем так говорила. И Прометей победителем оказался среди женихов, потому что он писал мне чаще других, лучше других, видимо. А главное, что он заболел туберкулезом. Наверное, Нюшин помнит еще это, потому что Веня Сенечков отличный парень, но ведь он тоже пил. Прометей слабохарактерный, он поддается влиянию и хороших людей, и не... Ну, Веня хороший, но то, что выпивать он начал, стал пить, а у него туберкулез. А у него отец умер от туберкулеза. Ему сейчас памятник стоит отцу Ионе, Иона Тимофеевич, брат Вениамина Тимофеевича, Тима Веня. Это дядя Прометея. Его имя носит культ просветучилища, который около памятника Ленину находится, рядом с филармонией в Сыктывкаре. А напротив музыкальное училище, где Прометей теперь уже... Товарищ выключите, пожалуйста, как-нибудь. Прометею, то есть 2 чистолюбых на площади, вот где, около памятника Ленина. И мне говорят, а там-то почему ему? Я говорю, а там не ему, там дяде. И вот родной отец Прометея болел туберкулезом. Он умер в Подъельске, и там памятник ему стоит. И какая-то неизвестная для меня женщина ухаживает добровольно, вот волонтер. Совершенно никакого отношения не имеет. И она никого не знает из Чистолевых. Я ей дала премию имени Прометея Чистолева. Майя Ивановна мне сделала оформление, и я давала всем, кто служит памяти Прометея, добровольно, по-хорошему, давала вот эти удостоверения и по 1000 рублей денег. Значит, знакомство и премии. Сказала. Сегодня она сама себе аккомпанирует, и еще и она немножечко расскажет тоже о своем знакомстве. Заслуженная артистка России. Уже объявила еще раз. С Прометеем Ивановичем мы познакомились при постановке оперетты, его оперетты «Деревенька моя» в театре оперы и балета. Это где-то 82-й год. Я увидела такого скромного человека, он нес ноты. Я говорю, а это кто? А это композитор, значит, нашей опереты будет. И вот в его оперете мне было назначено 2 роли. Я исполняла Галю и исполняла Наташу. Ну, в одном спектакле Галю, в другом Наташу. Значит, Галя должна была, значит,
она трактористка, она пела такие задорные вещи, ставил, значит, спектакль гатов, значит, из Москвы. И мне приходилось там танцевать, я помню пируэты, значит, танцевальные у меня были. Роль такая субреточного плана. Наташа – это лирическая героиня. Но я хочу сказать, что меня поразила сама музыка Чисталева. Настолько она была, знаете, вот свежая, такая вот она, может быть, вот сейчас я вам наиграю вот музыку, вы послушаете. Хорошо? Ну, я по первому образованию пианистка, поэтому могу как бы показать вам как пианистка. Вообще-то я в театре как вокалистка. Вот. Значит, вот у него есть в этой оперете вальс первой любви. Вот послушайте его немножко. Инструменте, конечно, это сыграть. Я на таком инструменте не привыкла играть. Но сами понимаете, что это электроинструмент. Да. Никогда не видел, Мариш, простите меня, Майя Васильевна. Он какой новый. Играет, да. Нет, она играет Да, на чем-то. да, да. Вот. Может быть, немножечко подпеть. Значит, в прологе пела Наташа с Галей. Вот она как раз, эта песня о деревне, я так думаю, что он о Нюрчуме написал вот эту песню. Вот, послушайте, она такая напевная, потому что какие слова. Затерялась в просторах полей деревенька не очень известная, только гроздья рябины на ней, да бескрайняя синь поднебесная, только гроздья рябины на ней, да бескрайняя
поклади все по нитке ровно. Не зевай, не зевай, подавай, подавай кирпичи проворно. Вот так. Да, грубого слова нельзя было услышать. Наверное, сейчас таких людей очень мало. А хотелось бы, чтобы вот как бы, ну вот эта традиция, ну вот простых людей, чтобы она все-таки оставалась в людях. Потому что сейчас, ну, век, наверное, другой. Вот. И, значит, последнюю песенку я хочу вам показать. Называется «Снегирь». Значит, слова народные, перевод с коми Александра Клейна, тоже нашего поэта, коми-поэта. Вот. И он написал такие незатейливые стишки, казалось бы, ну что. А вот эту песенку я записывала на радио, значит, «Снегирь» Прометея Чисталева. Она неказистая, но вот послушайте. Трипки-трип, трипки-трип, по снежочку налегке, красногрудый снегирь за водой ушел к реке. А навстречу ему вышел из лесу другой, воши в лапках держал, без саней спешил домой. Вожжи так держал, без саней спешил домой. Кабы дров запасти и домой их принести. Ой, снегирь, снегирек, вот споткнулся о пенек, дров не смог запасти и домой их принести. В этой книге вы наверняка обратили внимание, есть вот четверостишие. И эти четверостишие принадлежат простой Иване Чисталевой. Конечно, мне нужно было их согласовать, но мне не хотелось согласовывать с простой Иваной. Не надо вам об этом, ну зачем? Вот. И поэтому... Читайте. Нет, я не об этом, Давайте я о другом хочу сказать, что, понимаете, у Прасковьи Ивановны, она же пишет стихи, и Прасковья Ивановна уже выпустила, по-моему, 13 книг. 13 книг своих стихов. Я только всегда переживаю и каждый раз говорю о том, что как жаль, что когда Прометей Иванович писал стихи, нет, наоборот, он писал музыку, Прасковья Ивановна стихи свои писала тайно, только для себя, и никогда их никто тогда не слышал. А если бы вот эту замечательную музыку объединить, соединить с этими замечательными стихами Прасковьи Ивановны, то, конечно, это было бы очень красивое музыкальное произведение. Что касается вот деревеньки, то очень бы хотелось, чтобы наш театр оперы и балета все-таки когда-нибудь вернулся к этому произведению. Да. Вот я сейчас смотрю, они возобновили Куратов. Куратов, да? Да. И возобновили Егор. шоу у Герцмана тоже. Нет, «Барышня Крестьянка» это первый раз поставлен балет. Нет, а что-то у него тоже было недавно. «Ожерелье судьбе». Да, по-моему, вот что-то тоже у него возобновили. То есть идет вот эта работа все-таки, возобновление каких-то спектаклей. Я думаю, что будет. Очень красивая Да. Музыка очень красивая. Очень красиво. И, по-моему, до сих пор актуальна и вот и стихи, и музыка. Да. И... Я думаю, что, ну не знаю в каких планах, но по крайней мере, я думаю, что будет восстановлена эта оперетта. Я доскажу сначала то, что запланировала моя Ивановна, извините меня. И 13 сборников, все по одному экземпляру я подарю библиотеке и привезла по 5 экземпляров, всего 5, каждый сборник, не 13 сборников, а те, которые у меня есть, 5 или 6. Я их по 5 экземпляров привезла, чтобы в библиотеке оставить, и чтобы вот Ванеевой, что мне очень дорого, лучший друг Прометея Альберт Ванеев, народный поэт Коми Республики, и его сестра здесь живет.
с его женой я работала, я часто слышала Миля, Миля, Миля. Ира все время говорила Миля. Я ей персонально хочу, что у нее, чего. Оказывается, у нее какие-то сборники есть. Это будет последняя моя часть, такая уже неофициальная. А сейчас я хочу досказать то, что хотела сказать. Вот однажды я звоню в Сыктывкар и попадаю не к Лиле Петровне Василишиной, бывшей Денисовой, она очень уважает свою первую фамилию. Это моя бывшая ученица, между прочим, она у меня училась. И попадаю к другому человеку, мужчина отвечает. Я говорю, я хочу в Нюрчем попала, вы Нюрчемский? Он говорит, да. Я ей говорю, вы не знаете ее номер? Я что-то напутала, я, может, забыла номер Лили. Я к ней звоню. А он говорит, я не знаю такой. Я говорю, первый директор музея Чисталева. Он говорит, за что это Чисталева-то музей? Такой же пьяница, как все. Знаете, я прям упала. Это случилось, когда живого не было. Человек не знает до сих пор за что. Я думаю, что если бы он сейчас посидел, уже ясно немножко за что. Хотя не все там сказано еще. А достаточно вот этого было послушать, как Майя Васильевна пела. Так интересно, с таким, я первый раз в жизни вижу этот инструмент. Как Жалко, что не было как он называется? рояля у вас. Как называется этот инструмент? Ямаха. Да? Я когда не запомню мне русское слово, не запомню. Ладно. Так что еще важное Прометей сделал? Кроме того, что он написал вот музыку не только, конечно, к этому произведению, но он же много чего написал. Однако начинал он с песен. А когда я в армии, мы с ним служили, я знала о его музыкальном даре. Это было самое главное его достоинство. Он талантлив, он хороший человек. Но не вышла бы я замуж за человека, который не обладал. Приехала бы с Волги. Отец говорит, вот где-то едет туда в ссылку, посылает, она в добровольную ссылку едет. Еще как я здесь хорошо прожила жизнь. Я кланяюсь низко полной республике и городу Сыктывкару. У меня про Сыктывкар даже стихи написаны. Знаете, я так Сыктывкар люблю, не променяла бы его ни на какой другой город. Возвращаясь в свой Тольятти, бывший Ставрополь на Волге, нет, это уже теперь не так. Конечно, дело в том, что наш Тольятти залили водой, морем. Нет, об этом тоже стихи есть, но не хочется как-то на стихах внимание свое концентрировать. Я почти всегда не читаю свои стихи. Гав попросил меня читать стихи, а я говорю, я не привыкла читать свои стихи. На встречах с аудиториями, когда вот в школу я хожу, в университете у Майи Ивановны со студентами встречалась, в поэтическом объединении, в музее Куратова встреча, да. Я не читаю, читают другие. Кто что любит, кому что нравится. И сейчас вот я избегаю читать стихи. У меня все время как-то, я боюсь как-то. Это надо искать, надо думать, что именно. А когда попадает само подано, тогда произносится. И люблю город Сыктывкар. Мне бы жить в Ленинграде дождливом. Забыла, господи, память-то какая. Лондон, город дождей, мне чужой. Сыктывкар, скромный, неприхотливый. Какая-то строчка какая-то хорошая. Меня как бы приютил, как-то осчастливил, благодарна ему всей душой. Вот коротенький, да, еще какой-то есть про Сыктывкар, я и не помню, потому что я никогда их не читаю, и я забываю. А мне хочется что сказать, что Прометей собирал народные песни всю жизнь. Он летом, как он говорил, месил грязь сапогами в глухих деревнях, записывая, что народ поет. И потом я уже спрашивала, когда я выступала в поэтическом объединении у Камелька в Эжве, там самодеятельный поэт, они меня попросили познакомить с своим творчеством встреча была. И там нашелся человек, который знал Прометея
Он тоже вышел и выступил. И говорит, что он там, как он организовывал эти народные гуляния с песнями и записывал на пленку. А я ей говорю, без бутылочки? Он говорит, без бутылочки. Я думала, что, чтобы расшевелить певцов на народные песни, надо как-то организовать что-то, это, ну, чем-то их подкупить, возбудить их, вдохновить. Нет, без бутылочки. Люди добровольно, с удовольствием пели песни во всех деревнях, а он их записывал. И насобирал 3, потом они с Микшем обработали 3 тома, за что они получили государственную премию Коми Республики. Вот я отвечаю человеку, который по телефону сказал, за что это Прометею-то, это музей. Кроме того, что он стал, как моя Ивановна сказала, и звание получил ученого. Он работал в филиале Академии наук очень много лет. Он, в общем, звания всякие получил. А в Нюрчине, к сожалению, оказывается, этого не все знают. Многие не знают. Я не знаю, многие или не многие. Но такой грубый ответ так меня задел. Я думаю, где и когда мне отстоять Прометея, за что ему музей? И вот музей открыли. Мы с Эммой Алексеевной Налимовой в Вильгарте 2 года работали. Она в Вильгарте, я в Сыктывкаре, встречались, устраивали всякие встречи и так далее. Подготовили, а нас просили. Как только Прометей умер, нас с Ленечкой, сыном, просило 2 министерства, Министерство культуры и Министерство национальностей. Говорит, если ваш дом свободен, то как бы хорошо там музей организовать. Леня пробовал с друзьями своими с Чукотки, из Москвы, не получается. Мама, может быть, ты возьмешься? Я взялась. И мы с Эммой Алексеевной, и вот тут моя Ивановна у нас очень большую роль сыграла во всех делах наших. Мы мелкую такую работу делали, она крупную, она звезда у нас. А мы рядовые, но хорошо старались. Музей открыли. Майя Ивановна единственный человек лучше всех знает, как должен работать такой музей. Я говорю, Майя Ивановна, не согласитесь ли вы быть шефом нашего музея? Согласилась Майя Ивановна. Организовала, помните, как в огороде торговали шайгами и вареньем и ягодами, а вокруг клуба тут чуть ли не танцы были, и весь поселок гудел. Зал был переполнен, на дверях висели, народ не умещался в зале. Вот как имя Чисталева Прометея собрала, Майя Ивановна собрала со всей страны, из Москвы, Ленинграда, из Кирова, отсюда приезжали артисты и пели тут у нас свои пели и прометеевские по бумажке, по нотам прямо пели. И я, мне кажется, теперь ответила. За что Прометей музей? Ответила. Музей открыли. Музей работать стал не так, как должно. 4 года работала директором Лилия Петровна Денисова-Селишина. Потом ее сменили. Ей помогала там библиотекарь, говорят, очень хорошая, тоже работница была. Они старались. Но, как я после узнала, что районное руководство и национальный музей обманывали нас, меня в первую очередь, а Майя Ивановна, она только шеф, я вроде хозяйка дома, я тут бываю часто, приеду, ничего такого, все хорошо, все нормально. Уезжаю, оказывается, они там все по-другому делали. Они сделали в музее на Прометея музей Нюрчима. И когда 5 лет работали, там уже работала Раиса Ивановна, выпустили буклет, который я привезла сюда, хотя каждый не увидит, но я, чтобы не забыть, хоть мне сказать об этом. Это газета, ну вот уже и буклеты. Вот они. Буклет, в котором я как начала читать, я ужаснулась. Боже мой! Значит, дом, музей Прометея Чисталева. Озеро, и на берегу озера дом. С какой стати на берегу озера? У нас на перекрестке улиц дом стоит. Они что думают? Перевернула на 2-й страницу. Там опять... Фотографии Прометея Ивановича Чисталева здесь вообще нет. Как Ни одной фотографии Прометея нет. И дом-музей даже не показан. Мимо чужие другие дома. Нет, один-то есть. В конце только в конце один фасад.
Зачем на первую страницу поместили на озере дом? Если человек не знает, кто такой Прометей Чисталев, подумает, какой-нибудь писатель уединился там писать, чтобы не мешали. И не был. Дальше, значит, несколько фотографий завода. Завод уже не работает, он уже полуразрушенный. Это надо фотографировать, а Прометея нет. Ни одного портрета Прометея не поместили. Более того, в районной газете приглашение в музей. И вместо Прометея портрет Раисы Ивановны, директрисы. Ну, знаете, тут уже и говорить нечего. После этого я поняла, значит, что надо менять эту директрису, которая вместо Прометея уже себя прославляет. А ее район поддерживает, и ее поддерживает буклет, подписан Национальным музеем. Нам с Майей Ивановной не показали, ни мне, ни Майе Ивановне, потому что они знают, что мы бы не пропустили. Мы бы сказали, как, вы что, это не Прометей, это Нюхчев, это Нюхчевский завод. Там даже работница в цеху работает, сфотографирована. Написала одно письмо, написала второе письмо. Раскольевна, я узнала ваш адрес через музей Нюхчевский. Видали? Музей-то Нюхчевский уже центр, через который можно адреса разыскивать. И разыскала меня и Константин Викторович Бадокин, я его просто Костей называю, поскольку он внук получается у меня педагогический, он мне сам так назвался. Учился, погодите, зачем я Костя-то, зачем? Ага, он помог мне, ходил по министерствам, по разным другим организациям, которые могут помочь. Мне стали домой звонить. Прасковья Ивановна, мы сделаем, чтобы с вами согласовывали фамилию директора, чтобы директора без меня не ставили. Я не доверяю дом больше. Мы бесплатно дали, что они из него сделали, что они из дома делают, из нашего дома. Мы не хотим, я не хочу. Ну, Леня там в Москве, ему трудно разбираться. Я вникаю, и вот мне Костя очень помог. Нам удалось сменить директора. Но смена оказалась не во благо. Я запланировала обязательно рассказать, как, почему, за что открыли, как открыли, когда это было в 2004 году, 18 июля, я хорошо помню. И вот сегодня, то есть в этом 2014 году, 10 лет, как открыли музей, если бы он работал, отмечали бы десятилетие. Но я его закрыла, потому что новый директор оказался тоже. Но вначале он сумел так себя зарекомендовать, как друг Прометея, как друг Лени. Он оказался другом и отца, и сына. Потому что и фотографии показал, принес, и буклет с надписью Прометея, с благодарностью за помощь. Я говорю, какой помощи вы ему оказывали? А он говорит, ну, когда дружишь, разве можно учесть, что? Ну, друг Прометея. С Леней работали где-то вместе, чуть ли не в Америку вместе ездили. Я говорю, о, вот это нам директор. Это человек, который знал и Прометея, и Леню. И ему этот дом дорог, он прям так... Я бесплатно готов работать в этом музее. А потом после подвел. Он оказался тоже недостоин. Я не знаю, стоит ли об этом говорить, но чем именно. Факт тот же тоже. И я музей закрыла. Лилия Петровна говорит, это там из-за каких-то коммуникаций. Нет. Я закрыла, потому что Леня-то в Москве, я ему сообщила, конечно, об этом. Я не позволю, не сказала, не позволю такое издевательство над Прометеем. Я не хочу, чтобы дом, он должен был служить, вот именно показывать, что просила директоров всех, связываться со школой, чтобы в школах классные часы провели. Кто такой Чисталев Прометей? Почему ему музей? И то, что это я наткнулся на такой телефонный разговор, показательно. Нет человека, которому можно было бы доверить. И вот сегодня мы с Майей Ивановной, как бы, я не знаю, как выразиться. Сейчас вы посидите немножечко и подумайте, как выразиться. Да. А мы, наверное, Помогите мне, послушаем. помогите. Ага. Музея нет, но зато музей как Я учреждение пока нет, да. Но зато есть хор имени Чисталева. Да. Давайте мы вас послушаем. Ну, вначале мы хотели бы исполнить песню о нашем родном Нюхчеве.
Хор имени Прометея Чистарева не объявили, да? Да, Имя Песню, которую написали наши земляки, это бывший руководитель народного хора Мартынов и Пашников. У нас нету аккомпанемента, и мы попытаемся так аккомпанировать. Давным-давно руками крепостного на речке Нюрчим поднялся завод, а с ним и пруд, и наш родной поселок, все, чем гордится нюрчинский народ. Нюрчим, любимый наш Нюрчим, гладь голубая пруда, в свете рябины черемух душистых, весь твою горы слобода. Живи поселок хорошей с годами, и радуй сердце красотой своей. Трудись, народ, и прославляй делами поселок, ставший родиной твоей. Нюрчим, любимый наш Нюрчим, гладь голубая пруда, в свете рябины черемух душистых, весь твою горы слобода. Нюрчим, любимый наш Нюрчим, гладь голубая пруда, будь, как и прежде, ты лучшим из лучших многие годы века. Ну а следующая песня вечерняя Дмитрия Ивановича Чистогова. Первое. Вечер
yaslanır. Voși gorte munantuyis, voși voșcăvă yaslanır. Tulis, măi te văcem, măi la mine, măi se-n pop, măi la vălea, vălă legem, vârti își mă dăm любов. Măi la vălea, vălă legem, vârti își mă dăm любов. Sietalun vor să mecăd, vesig mă pâșnă oset, gașcă gică, девошта спика, осcă dor ieși smenșet. Gașcă gică, девошта спика, осcă dor ieși smenșet. Тулыс жалит, что мнылась, вечкад горте мунантуй, сымн радейта менылась, пыдаджи басен шуй, сымн радейта менылась, пыдаджи басен шуй. Сидит такая счастливая. Вот сейчас выражение лица нужно снимать. Замечательно. Я знаете, что хочу вам сказать, дорогие друзья? Несколько слов по поводу музея, буквально. Дело в том, что музей поселка Нювчим или музей мемориальный – это две разные вещи. И то, что их совместили воедино, это, конечно, было грубейшим нарушением. Во-первых, и прав владельцев этого дома, но и с музейной точки зрения это тоже неправильно. Дело в том, что вот обратите внимание на мемориальные музеи, в которых вы бываете в других больших, допустим, городах. И в качестве примера хочу привести мемориальный музей Николая Александровича Некрасова в Санкт-Петербурге. Вы знаете, там ощущение такое, как будто бы Некрасов просто вышел прогуляться по Невскому проспекту, будто бы он продолжает там жить. И вот как раз задача этих мемориальных музеев воссоздать или сохранить ту атмосферу, в которой жил, работал, формировался, творил вот этот человек. Вы знаете, Не гожусь для этого. Вот я не знаю, кто это может быть. Ну, что можно, я сделала. Я убрала все, что можно было, пока я могла приезжать, и у меня кто-то были люди, я плачу деньги, не жалею, потому что мне все это сделать. Майя Ивановна, я думала, вы закончили, мне показалось, что вы закончили. да, я как раз хотела, сказать как раз вам дать слово, еще раз Прасковье Ивановне, и сказать, что вот наша-то задача, пока Прасковья Ивановна, у нее светлая, слава Богу, память и все прочее, и, наверное, и вы все-таки, Лилия Петровна, все знаете, как там должно быть. Надо сейчас подготовить вот это помещение, то есть этот дом, и сделать его, то есть убрать все лишнее и подготовить его так, чтобы он действительно смог стать мемориальным домом-музеем. Понимаете? Вот у нас нашлась наша сегодняшняя замечательная певица, Майя Васильевна Быстрова, сказала, а что, если я летом здесь буду караулить этот дом? Да, а да, почему да. бы и нет? И тогда он, конечно, Я будет была замечательный. согласна. Я говорю, я согласна. Ну, Я согласна такую улицу пускать. Поэтому вот надо его снова воссоздать таким, какой он был. Важно, чтобы кто-то об этом думал, кто-то, вот буквально даже оплачиваться надо, потому что людям кому-то работать. Лилия Петровна жалуется, что ей здоровье уже не позволяет по-настоящему следить за этим домом. Я говорю, ищите, кому передать ключи, обращаясь с просьбой ко всему Нюрчину. Найдется ли человек, который заменит ее, который будет с ключами иногда проверять, что там, как и что. А главное, чтобы школа, ну здесь 4 класс только. Это вот теперь старшие классы в Шошке, говорят, уже учатся. Я не работала здесь.
Ну Я пусть просто не знаю, приезжают. что дальше Ничего делать, но я страшного. только хочу сказать. Нацкие. До того все изменили, до нелепости. Зеркало стоит, вот, ну, идешь из кухни в горницу, зеркало и кругленький столик перед зеркалом. Идешь и видишь себя. Взяли это зеркало и упрятали в угол за дверь. За дверью его не видать. Дверь, которая в зал идет. И повесили там бумажку, на которой что-то написали. Им так надо. Стол тоже убрали. Из спальни выбросили кровать и назвали кабинет. Да не было Прометея у Прометея кабинет. Я бывала, вот как моя мама сказала, в литературных музеях. У Льва Толстого в Ясной Поляне. У Чехова в Ялте я бывала. Вот мне и показывали, сколько литератур чернильниц стоит. И сколько литератур чернильниц у Чехова стояла. Тут она и стоит. А у нас в спальне кровать выбросили, а как дом построили, сразу эту кровать поставили. Там кровать на этом месте разная могла стоять. Сначала она стояла с колокольчиками там какими-то, двуспальная кровать, хозяин спал. Я плохо чувствуешь, я чувствую, что больше не смогу. У нас в этом году много юбилеев. У меня и печальные юбилеи, и вот в том числе 10 лет было бы юбилею в июле месяце, 4 и 14. 10 лет со дня смерти моей внучки. Она умерла перед открытием музея. Нет, после открытия музея. Она не приехала, потому что уже плохо было. Дальше. 25 лет потом мы отметили в музее Майи Ивановны в прошлом году. Он с 21-го, и